впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда официальное лицо, значит, делает такие огульные обвинения в мой адрес и считаю своим долгом, значит, восстановить справедливость. И хочу немножечко разъяснить, чтобы было понимаемо, да, то есть, что именно побудило мне выступить. Первое, на прошлой неделе я был на передаче ГРТ, обсуждались разные проблемы, там о законе прокуратуры, и в частности мы затронули, значит, ведущий затронул тему взаимоотношениях с исполнительной властью, о том, что практически уже год исполнительная власть у нас как новая исполнительная власть, каких достижений они достигли, то есть, ну, чтобы я высказал свою точку зрения, дал свой анализ, свою оценку. Я, исходя из своих убеждений, исходя из того, что я знаю и вижу, я эту оценку, соответственно, и дал. Я понимаю, что это, в общем-то, справедливая критика им не понравилась, и в ответ вчерашний день первый заместитель председателя исполкома господин Чебан выступил, ну, как бы с оправданием, это его право, но главное то, что он, значит, сделал определенные выпады в мой адрес, то есть в адрес моей компании, в мой личный адрес, о том, что якобы у меня какие-то проблемы, и я как-то себя веду, возможно, неадекватно, якобы из-за каких-то проблем. Он представил документ, направленный мной в адрес исполнительного комитета, где показал, что, когда вопрос коснулся экспорта фруктов, что якобы я сам отказался экспортировать фрукты в Российскую Федерацию. То есть он исказил абсолютно эту информацию, умышленно, сознательно, тем самым абсолютно оскорбил меня лично, значит, опорочил мою честь и достоинство, поэтому я считаю своим долгом, если у этого человека есть мужество, чтобы он вышел со мной на телевидении с глазу на глаз и ответил на все вопросы, основываясь на фактах, а не на каких-то домыслах. Если у него мужества не будет, он не выйдет со мной на встречу, на поединок на телевидении. Я прошу, чтобы это было на этой неделе, не откладывая 24-25 числа, то народ расценит, насколько мужественный этот человек. Если бы это высказал бы некий человек, просто Чебан Вадим Петрович, возможно, я на это не отреагировал бы, но это официальное должностное лицо, первый заместитель председателя исполкома, поэтому я не могу на это не отреагировать. Более того, все эти, значит, искаженная информация, обвинения, они абсолютно необоснованные. Я готов на фактах, значит, всю справедливость восстановить. Данное письмо было направлено на самом деле со стороны управления АПК Гагаузии. Я его получил, и ответ, который он начал читать, но он зачитал только первый абзац. Это касается приезда Роспотребнадзора. Эта структура Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию, то есть винопродукцию или, в частности, то, что мы на заводе производим, концентрат, пюре и так далее. Это не касается сырья и фруктов. Значит, именно разрешение на экспорт фруктов, о чем был диалог у нас на ГРТ, значит, ведет не Роспотребнадзор, а Россельхознадзор. И в моем письме, о чем начал читать господин Чебан, четко об этом написано, что по непонятным причинам исполком Гагаузии не представил мою компанию для того, чтобы разрешить экспорт в Российскую Федерацию, это касательно яблок. Вот. Поэтому я говорю, что если сказал А, нужно сказать и Б.